Мы видим здесь один из примеров использования уже наследия чувашской культуры уже в начале 20 века. Фотографии, которые приписываются нашему великому поэту Константину Васильевичу Иванову, это оформление сцены в Симбирской чувашской школе. Мне кажется, это великолепный вообще декор такой массивный, именно такой национальный, используя именно эти образцы чувашского узора, неизвестного происхождения, конечно, непонятно, откуда он взял эти образцы, но сразу видно, что это все-таки чувашский орнамент. Он оформил сцену как настоящий дизайнер такой. Мне кажется, это очень интересно. Это, к сожалению, здесь у меня фотография не оригинальная, не оригинал, это иллюстрации из книги, но все равно можно увидеть характер дизайна этой сцены. Прошу дальше. Это уже более скромная одежда чувашей верховой группы. Вот. Это уже фотографии 10-х, наверное, годов, где-то уже на сломе эпох, когда уже наступает новое время, когда приходят платки городского типа, когда головы закрываются. Здесь я хочу показать вам, что костюм, он выстраивался в едином стиле в разных группах населения, что у детей, что у взрослых был костюм одного типа. Ребенок был как бы маленькое такое существо, просто маленькое по размеру. Тоже то ли поэтому, не знаю, все дети очень серьезные на фотографиях, все как бы подрастающие. Они все-таки все проходили эти этапы разные, взросления, становились невестами и потом кардинально меняли тип костюма на женский. Еще дальше. В истории вышивки артели Чувашской республики играет большую роль. Это фотография 30-х годов. Я думаю, что ее сделал Моисей Спиридонов, художник, который изучал, начиная, наверное, с 30-х годов, даже еще раньше, с 20-х даже, изучал чувашскую вышивку. И мечтал сделать огромный альбом красочный, составленный как бы из его рисунков. Эта его деятельность, так она не завершилась, но рисунки остались великолепные. И он сам выполнял фотографии и чуть даже подкрашивал их. Вот здесь вы видите, снимок чуть-чуть тонирован акварелью. Сам снимок, он находится в архиве, наклеен на картоне и подкрашен. Мне нравится лицо девушки, такое типично чувашское, скромное, внимательное. Вещь, которую она вышивает, это старинная вещь, все-таки музейная, это не изделие артели, а это жениховый платок с бахромой чувствуется здесь. Просто здесь образ вышивальщицы создан фотографом для, очевидно, будущей книги. Прошу дальше. Это уже работы поиски костюма, поиски сочетания орнамента и костюма, которые проводила наша знаменитая Екатерина Иосифовна Ефремова. Это ее полудетские еще рисунки во время учебы в художественно-промышленном училище имени Калинина в Москве, с 1932 по 1936 год. Она уже искала образ чувашского костюма. Современного причем, это то, что можно было одевать на праздники, в повседневность. И потом дипломную работу она выполнила. Костюм ее, насколько можно судить по рисункам, он выглядел так, как здесь средний рисунок. Платье и накидка, напоминающая укороченный халат, без застежек, без пуговиц. И видим здесь рядом образцы, орнаменты, которые она хотела включить в декор. Прошу. Да, сама Ефремова здесь слева. С правой стороны мы видим дочь художника Спиридонова Августа Моисеевна. Они обе учились как раз по вышиванию на курсах, то есть на факультете вышивки в художественно-промышленном училище. Но, к сожалению, вышивкой занималась потом только наша Ефремова. После окончания
московского этого учебного заведения, пускай даже среднего, она вернулась в Чебоксары и стала здесь развивать чувашскую вышивку на артелях, которых было много на территории Чувашской республики. Прошу дальше. Да, можно еще дальше. Ну вот как раз мы видим ее поиски, танцевальные костюмы. Это уже после войны, видимо, по заказам какого-то ансамбля, может быть, государственный ансамбль песни классики. Прошу дальше. Ну, костюм привлекал многих художников. Мы видим здесь бессмертный рисунок, точнее, это гравюра нашего художника Сизова. Господи. Да, образ Нарспевича. Ну, сейчас я вспомню вот Сизов. Да. Вдохновлялся образом чувашской женщины, великолепным образом, царственным, таким красочным, и Юрий Антонович Зайцев. Вот это мозаичная как бы композиция. На самом деле это написано красками на холсте, небольшая картина, но очевидно он мечтал когда-то сделать при возможности целую такую мозаику. Прошу дальше. Вот эта обложка Нарспи. Мы даже видим, это довоенное еще издание, или послевоенное, кажется, да, 47-й, кажется, год, да? Да, здесь мы видим уже чувашский орнамент, он проникает и в дизайн. Ну, условно, мы это слово используем сейчас только. Раньше называли просто оформление книги в дизайн книжных обложек и даже в оформлении фасадов кирпичных домов в городе Чебоксар. Ну, вот если вы поднимете голову на остановке около памятника Чапаеву, да, вот это сквер Чапаева, вот там как раз дома начали оформлять кирпичными узорами. И над этим работал профессиональный художник. Вот. Прошу дальше. Это фотографии, показывающие единство стиля и разницу в комплектации двух видов костюма, женский и девичий. Вот это вот классический настоящий костюм XIX века. Ну, чуваши средней низовой группы, средней низовой традиции. Мы специально все это собрали, чтобы снять для фильма, который должен был показывать в Париже. И вот это такой не очень богатые костюмы, но вот такие типичные вещи мы собрали здесь, музейные, из фондов художественного музея. Тоже здесь мы видим рубаху, приобретенную от Валентины Алексеевны Минеевой, вещи, которые в разные годы привозили из экспедиции, и образы вот таких настоящих антропологически правильных даже чувашских красавиц. Из сельхозакадемии, кстати. И вот девушка, кстати, там справа, такая миловидная очень, она так зажглась вот тем, что на ней настоящий костюм чувашский, и как-то очень вдохновленно, кстати, она и говорила, и начала читать стихи, и также был снят фильм как раз по как раз этому одеванию костюма. Прошу дальше. Вот как раз эта красавица. Мы видим здесь второй тип тухи. Это округлый, такой полусферической формы шапочка, множество монет настоящих серебряных, очень скромный, строгий декор бисерный. Здесь уже бисера мало, но все равно можно понять, что здесь изображается движение солнца вокруг головы. Вот с помощью этих монет, светил и знаков, выложенных из бисера. Ну, здесь используется такой золотистый бисер. Его называют еще чуваши кужакущ. Кужакущ или щелень-гущ даже говорят. Ну, в общем, такие интересные сравнения. Но это метафора, не больше, поэтическая метафора. Вот такая кругленькая, аккуратная головка, шапочка одевается именно вот плотно на лицо. И вот вы заметите, как я ее одел, просто прямо до бровей доходят монеты. Не слишком задираю, не показываю лба, именно до монет нужно. То есть до бровей нужно довести, чтобы, видимо, подчеркнуть красоту бровей, красоту лица. Прошу дальше. Ну, в начале 20 века
это 1910-е, 20-е, может, годы, появляются и вот такие странные мотивы, они чужеродные, конечно, и по технике исполнения, это уже крестик, да, и по мотивам. Такие двуглавые орлы. Ну, видимо, сам мотив, он очень интересный, гербовый мотив, он эффектный. Тут патриотизм ни при чем, а просто человеку нравилось, видимо, изобразить такой сильный знак, который на монетах рублевых, который дает силу, и как бы вот такой новый тип оберега здесь мы видим. Прошу. Ну, и в современных фольклорных группах сохраняется вот тот привычный образ костюма, который когда-то был на этих местах. Конечно, он меняется, но все равно лучше, когда можно узнать, из какого места данный костюм, данный ансамбль в данном случае. Мы видим здесь красавиц из, по-моему, Черепанова, Красночитайского района. Там характерный тип костюма с тяжелыми массивными украшениями на груди. Мыя называют их, или ама по-другому. Хересщики называют. Вот, в таких костюмах они выступают. Ну, делают более яркие фартуки, вот здесь с нагрудниками. Вот, и очень характерная деталь у них, сзади накладывается такая вязаная наверх, что ли, на плечи такое странное, на спину свешивается. В общем, сразу можно узнать, что вот это наши красавицы из Красночитайского района. Прошу дальше. И в такой стилистике люди выходят на свадьбы. Тоже можно узнать, что это вот именно местный костюм. Конечно, покупают у соседей, покупают у мастеров, может быть, марийских даже какие-то вещи. Но в целом, собирая комплекс костюма, они придерживаются традиций, характерных для этой местности. Здесь наша группа с эстонскими художниками просто случайно попала на свадьбу в Маргажском районе. Это была реальная свадьба, просто нас пригласили, и фотографии делались весь вечер в течение всей свадьбы. Удалось сделать целую серию снимков. Вот мы увидим здесь как раз встречу, по-моему, это с женской стороны или со стороны жениха, сейчас уже не помню, честно говоря. Ну, халаты черные должны быть у всех. Вот, а другая сторона уже в белых одеждах. Прошу дальше. Ну вот, и жениху дают вышитый платок по древнему обычаю. Вот мы здесь видим как раз на него одели рубаху вторую и накололи еще вот этот вышитый невесты платок. Ну, может быть, не она вышивала, но платок должен быть обязательно. Прошу дальше. Вот. Ну, это рубаха реальная, урмарская, нет, не урмарская, закамская Чувашия, извините. В Урмарах снимали мы. Прошу. Это наша экспедиция 93-го года, это Самарская Лука, так называемая. Очень местность рядом с городом Самарой, малоизвестная, там на каком-то полуострове, заросшем лесами, 4 населенных пункта с чувашами. Раньше их было много, но Екатерина II, борясь с повстанцами, отослала всех чувашей по разным местам, и остались только 3 села и 1 деревенька чувашская. Очень интересная там культура, очень интересные костюмы. И это, вот, как раз эти костюмы я потом использовал и в книге «Чувашский костюм», и использовали их для работы с ансамблем «Уяв». Уяв под управлением Козловой, он понял пластику костюмов интересную и сделал костюмы такого типа. Ну, здесь можно заметить, что очень много декора в нижней части. Это характерно для мордвы. Мокша, по-моему, да, мокша, мордва мокша, она как раз любит носить несколько слоев платьев, халатов друг на друга, и у них получаются такие красочные нижние как бы части костюма.
И то же самое, видимо, переняли, но уже за счет лент цветных и делали чуваши вот такую же красочную гамму костюма. Прошу дальше. Ну, сейчас посмотрим, наверное, в цвете. Ну, вот мы изучали это платье прямо с помощью зарисовок и обмеров. Это прямо в экспедиции, в тетрадке выполнялось. Прошу дальше. И потом уже фотографиями и видеофиксацией закрепляли. Некоторые вещи удавалось приобретать тоже. Это тоже Самарская область, но уже другая сторона в области на границе с Татарстаном. Прошу. Вот. Здесь пестрить распространилась, то есть начала распространяться среди низовых чувашей и в других местах расселения чувашей. Это в Закамье, в Башкортостане, сравнительно недавно. Все-таки до конца XIX века весь костюм был белый. И эту белизну костюма, белые рубахи старались люди сохранять особенно для использования на праздниках. Считалось, что на празднике вот такую рубаху, пусть она даже красочная, очень с интересными кружевами, даже вставками текстильными, ее нельзя было одевать на праздники, где молились чувашским божествам. Вот, в селениях некрещенных чувашей, которых было большинство в XIX веке, людей прогоняли, мазали дегтем, вот так говорили, и даже пытались стащить и сжечь эти платья прямо при всех. Старики были очень недовольны и говорили, что эти рубахи как красный гроб. То есть это считалось, что кто-то из русских или татар привносит в нашу культуру вот такой чужеродный цвет. Ну, такие платья, они быстро, в силу своей практичности, быстро вошли все-таки в моду. Вначале, на самом деле, у молодых, потом и уже у пожилых стариков. Вначале как рабочие, а потом и как повседневные. Прошу дальше. Ну, здесь уже у меня что-то вперемешку здесь получилось. Здесь уже развитие костюма в артелях, на фабрике, по хатере. Мы здесь видим уже 70-е годы. Это платье создано Татьяной Ивановной Петровой. Некая такая вот гибрид чувашского образа и какой-то русской красавицы здесь получился, видимо, у художника. Но, тем не менее, это интересные поиски такие. Вот наплечная часть все-таки здесь закрыта декором. Это характерно для чувашских таких одежд. Очень здесь все-таки она пыталась передать. Ну, вот этот ромб, который свисает, он кажется мне здесь не совсем вот традиционным. Прошу дальше. Современный костюм, который мы сейчас видим на сцене, на концертах, да, он создается художниками разными, несколько известных художников. Есть профессиональные художники, есть народные мастера. Возможно, и вам приходилось получать какие-то заказы либо от частных лиц, либо от коллективов даже. Возможно, и придется. Ну, желательно, конечно, все равно сохранять традиционность образа, не слишком выходить, что ли, за пределы представлений о чувашском костюме. Это обязательно силуэт должен сохраняться. Силуэт, женский силуэт должен быть такой строгий, читаемый. Не нужно все-таки делать пышных вещей и каких-то закруглений и пышных рукавов особенно. И не нужно внедрять желтый цвет. Это я тоже вас лично прошу, потому что государственный ансамбль, вот, песни и пляски наши под управлением великолепного человека Юрия Васильевича Васильева, они почему-то вот используют работы московских художников. И там, конечно, просто буйство красок, зеленые, желтые, в общем, все что угодно. Праскевити, художник наш, очень так иногда чертыхается по поводу их концертов, но он тоже сделал им несколько комплектов костюмов, неплохих, интересных. В общем, вот желательно, конечно, даже в сценическом костюме ограничивать фантазию и все-таки стараться соблюдать представление о чувашском костюме. Прошу дальше.
Ну, мы видим разработки вот такие стильного образа. Вот эта работа сделана, ну, как собрана, можно сказать, Татьяной Ивановной Шарковой. Ну, здесь подход довольно простой. Была блузка с черным орнаментом, а коленки мы обернули полотенцем тоже черным, и вот получилась такая стильная модель на фоне картины с Чуварской красавицей. Ну, это уже больше для, как бы сказать, для книжки мы делали, не для науки, наверное. Ну вот, кстати, сама блузка. Здесь негативные как бы решения, ну, негатив, позитив, я имею в виду вот такое фотографическое значение. Обратное решение на черном фоне красные узоры. Мне кажется, тоже эффектно, тоже допустимо вполне такое сочетание и остромодное, можно сказать. Это тоже работа Татьяны Шарковой. Ее, эту работу мы привели в книге о ней. Прошу дальше. Вот тут мы говорили о Жачевой, как раз это иллюстрация из книги, вот вы можете и книгу посмотреть. Ну, ее поиски интересны, они в основном были в рамках этнографических костюмов. Некоторые фантазии тут есть, вот в частности, вот во втором платье, ну, в основном это в основе все равно этнографический подход, то есть строгие красные узоры на белом фоне. Материалы уже новые, это уже не лен, но тем не менее вот соотношение в поле, декора, характер костюма здесь сохраняется. Хорошо. Работа Симаковой Марии Васильевны, мне это очень нравится. Здесь она верхнюю часть скопировала с реального экспоната, который мы хранили и храним сейчас в художественном музее. Вот эти 4 солнца, 4 розетки, их очень характерные, эффектные, такие же крупные, вот как здесь. Видимо, понравились они Симаковой, она их скопировала буквально. Я не знаю точно, пользовалась ли она при этом вещью или фотографиями, ну, не помню, но ее платье получилось очень эффектным именно благодаря использованию реальных музейных экспонатов, вот то, что и вам тоже советую. Ну, здесь есть один минус какой-то, вот тоже бывает часто у мастеров, широкие длинные рукава делают мастера, почему-то вот это любят, и обычно рукава короткие, вот стандарт 55 сантиметров, почему-то вот все рукава такие стандартные. Редко, когда бывает 60-65 даже. Ну, и они облегающие рукава всегда. Вот здесь вот и такие, они бывают прямые, но все-таки довольно плотно рукава. Их величина рукавов зависит от ширины холста, реально ширины холста, 36 сантиметров. Когда мы перегибаем по поперечной линии, получается ширина рукава всего-то, сколько получается, 18, да, 18 сантиметров всего, ну, плюс там шов еще уходит. Поэтому рукава очень плотно ставятся, и ну, пластика немножко другая должна быть у этнографических костюмов. Но, тем не менее, вот здесь хороший пример использования подлинников. Прошу дальше. Ну, здесь уже костюмы в детских ансамблях по-прежнему продолжается использование, внедрение. Здесь мы, наверное, никогда не останемся без национального костюма, и он всегда будет востребован, и очень хорошо. Другое дело, как мы подходим к этому костюму, как мы передаем характер вот именно того, что называем чуварским костюмом, и все-таки как мы стараемся удержаться в пределах традиционных представлений. Ну, здесь костюм всем хорош, и девчонки очень веселые. Это костюм ансамбля «Эреветь», этого известного, Бойкова. У них постоянно меняется состав, но они всегда такие очень позитивные. К сожалению, вот у них долгое время были платьица, в общем, вот эти платья с женскими знаками на груди. 2 розетки, вышитые явно, ну, всегда бросались в глаза. Они, конечно, украшают, да, но на девичьих платьях не должны быть. И тем более в сочетании вот с этими остроконечными головными уборами тухья. Вот. Ну, в целом позитивный образ. Они нашли вот образ с туфельками, белыми носочками и вот с этими тухья. Мне кажется, это все у них дальше будет хорошо. Прошу дальше.
Есть такие остромодные поиски уже явно стилизованного чуварского костюма. Здесь я этот костюм условно назвал египетским, не знаю почему. Это работа Вдовичевой Любови, которая сейчас в Москву переехала. Для съемки нам попалась просто вот на лестнице в музее вот эта девушка, которая приехала из Египта и отличалась такой ярким загаром. Мы как раз ее попросили одеть, и, в общем-то, мне кажется, образ получился. Ну, конечно, здесь чуварского мало, но такие поиски тоже есть. Вот иногда бывают стилизации сильные и для театральных постановок. Мы знаем, наверное, с вами вот костюмы, используемые в мюзикле «Нарспи». Это художник Федоров, Валентин Федоров создавал тоже костюмы. Прошу дальше. Вот как раз это из области вот современных таких поисков. Ну, работы с вышивкой идут, и этим занимаются и в школах, и вот Ижачева вела, здесь это художественная школа, точнее, школа искусств Новочебоксарская. Также там работает наш энтузиаст Татьяна Шаркова. Как раз мы видим ее девчонок во время съемки для книги. Но, к сожалению, здесь тоже вот этот недостаток, он есть. Вот вышитые женские знаки на девчонках, школьницах, конечно, тоже нежелательно. Тут можно было найти какие-то другие приемы, сделать более широкий декор вот, грудного разреза, ну, вот, что-то на плечах можно было сделать. Ну, надо найти другие возможности. Либо за счет знаков ромбовидных на груди. Это как раз девичьи ромбовидные знаки, и они вполне могут украшать и не будут чужеродными в этих девичьих костюмах. Прошу дальше. Ну, костюм, он используется и художниками, и, что отрадно, и молодыми художниками. Вот для выполнения этой дипломной работы ко мне приходила выпускница художественного училища. Вот, приходила, советовалась и по поводу всей композиции, как, что, где должен стоять и во что должны быть одеты. Ну, композиции составлены ей самой, ну, я посоветовал вот типы костюмов, как чем можно кого выделить. Это костюмы пожилых людей, женщин замужних, невестки, совсем уже пожилой женщина, которая сидит у печки, мужской тип костюма здесь тоже присутствует. Вот это какие-то советы она учла, и мне кажется, работа интересно получилась. Прошу дальше. Да. Да. Я не знаю насчет Новочебоксарска, сейчас мы попробуем это. Прошу дальше. Сейчас. Я немножко взял все-таки не ту программу, здесь она долгая, вот, в отличие от того, что я планировал. Ну, вот дальше давайте мы пролистаем. Да, вот это используется костюм, орнамент в разных вот как видах как бы деятельности уже современной, художественной деятельности прежде всего. Прошу дальше. Вот даже современные художники, вот абстракционисты вот, вдохновляются в данном случае Сурбаном, обычным вот этим вышитым Сурбаном вдохновились. И вот такую огромную композицию сделали. Картина сейчас находится в доме Атнера Петровича Хузангая. Огромная картина. Прошу дальше. Ну и вот в завершении тоже такой оптимистичный кадр. Здесь как раз костюм. Разные виды костюма, они были созданы как раз на основе нашей книги, используются в ансамблях УЯВ и в молодежном составе этого ансамбля. Вот на этом мы завершим. Я хочу сказать, что костюм живет, а в основе декора костюма это вышивка обязательно, поэтому то, что вы делаете, это обязательно нужно, это будет востребовано. Ну, для того, чтобы это сделать правильно, наверное, нужно все-таки изучать подлинные вещи, музейные подлинники, либо хотя бы вот книги, в которых публикуются вот эти именно музейные вещи. Альбомы, которые мы делаем по творчеству мастеров, там не всегда
отражаются традиции правильно, там отражается творчество мастеров. Оно может быть и в египетском стиле, и в русском стиле. Вот. Все-таки обращение к подлинникам, вот к этим вещам, оно все-таки важнее для вас, мне кажется. Вот.